С 40-го места на 13-е за 2 года Башкортостан улучшает позиции по состоянию инвестиционного климата. В ходе визита в Сибай это отметил министр экономического развития региона. Свобода и импровизация. В Сибае прошел фестиваль джазовой музыки. На старт вышли все от мала до велика. Кросс-нация-2017 собрал в нашем городе более 1000 участников. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В минувшую пятницу в Сибае под председательством министра экономического развития республики Сергея Новикова состоялось выездное заседание проектного офиса по реализации мероприятий в рамках участия Башкортостана в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В зале администрации города собралось более 100 человек, в их числе предприниматели Зауралья и представители органов власти регионального и местного уровней. Выездное заседание проектного офиса министра экономического развития республики Сергей Новиков начал с благодарности сибайцам за теплый прием. Далее подробно рассказал бизнес-сообществу о проводимой в Башкортостане работе в части формирования благоприятного инвестиционного климата. Отметив, что наш регион за последние 2 года поднялся в национальном инвестиционном рейтинге с 40-го места на 13-е. Руководитель министерства остановился на применяемых в республике мерах господдержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, выделив такие преференции, как льготное налогообложение, предоставление земельных участков в аренду без торгов, субсидирование затрат инвесторов. В целом республика ведет работу, в общем-то, в соответствии с теми методиками, которые сегодня есть на федеральном уровне. Нам помогает агентство стратегических инициатив. Вообще бизнес-климат меряется по 45 показателей. Это есть и меры поддержки бизнеса со стороны законодательства. Это и конкретные меры по подключению к электрическим сетям, газовым сетям, тепловым сетям. Это и различные меры государственной поддержки бизнеса, это и, в общем-то, выдача тех или иных разрешительных документов или там работа, связанная с устранением административных барьеров. По этому направлению, в общем-то, по всему спектру у нас намечены шаги, реализуется в республике соответствующая дорожная карта. За каждым показателем национального рейтинга закреплен ответственный республиканский орган власти, который отчитывается перед проектным офисом, и, соответственно, его есть представитель в проектном офисе, который отчитывается, что сделано, что улучшено. Необходимо отметить, что в ближайшее время данный перечень будет пополняться. Прорабатываются вопросы определения правопреемственности получения преференций в случае реорганизации предприятия, установления льгот по налогам для участников специальных инвестиционных контрактов, увеличение срока предоставления налоговых послаблений вне зависимости от капитальных вложений до 10 лет. Кроме того, Сергей Новиков особое внимание уделил направлениям применения механизмов муниципально-частного партнерства, вопросу внедрения института оценки регулирующего воздействия, а также инструментам организации обратной связи с бизнесом региона. В продолжение заседания выступил первый заместитель министра экономического развития Башкортостана Валерий Исхаков. Он остановился на проблемах, с которыми сталкиваются субъекты малого предпринимательства при участии в государственных и муниципальных закупках, а также способах их разрешения. В ходе заседания эксперты проектного офиса рассказали о вопросах кадастровой стоимости земельных участков, подключения к сетям энергоресурсов и газораспределения, государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Эти и многие другие важные темы затронули заместитель председателя Госкомитета по строительству и архитектуре Артем Ковшов, заместитель председателя Госкомитета по тарифам Эмилия Абдулина, заместитель генерального директора общества «Газпром Межрегионгаз Уфа» Андрей Боярко, заместитель министра земельных и имущественных отношений региона Ильнур Абсалямов. Новым законом о государственной кадастровой оценке, так же как предыдущим законом об оценочной деятельности, предусмотрено информирование заинтересованных лиц, это собственников земельных участков и объектов капитального строительства, за 60 дней предварительным проектом об итогах кадастровой оценки. Эта информация размещается на соответствующих ресурсах сети интернет, где любой заинтересованный заявитель, хозяйствующий субъект может подать свои предложения и возражения относительно качества произведенной оценки по его объекту недвижимости. Это все делается для именно общественного обсуждения предварительных итогов государственной кадастровой оценки. Предусмотрены льготы по аренде имущества. Действительно могут воспользоваться все арендаторы государственного имущества. И при этом мы предусмотрели в целях поддержки именно субъектов малого и среднего предпринимательства, когда
Арендаторы платят арендную плату за первый год пользования имуществом в размере 40%, за второй год пользования в размере 60%, за третий год 80%. И только на четвертый год арендатор выходит на полную оплату арендованного имущества. Если можно так выразиться, практически в лицо всех наших потенциальных инвесторов. И уже сегодня достигли такого уровня, что некоторые инвесторы, многие инвесторы, они как бы только начинают задумываться о каком-то развитии, о газификации. То есть мы уже вместе прорабатываем возможности газификации. То есть превентивно на берегу. Это очень важно. Второе, о чем мы добились, это мы знаем персонально практически всех наших потребителей и инвесторов. У нас есть система кураторства, это по действующим потребителям. И есть система, тоже по такому же принципу тех инвесторов, тех потребителей, которые только хотят газифицироваться. Их, кстати, немного в республике, на самом деле, порядка 280 в год. То есть это в среднем это количество подключаемых потребителей. Мы их всех знаем и стараемся сделать все максимально возможное, чтобы в максимально сжатые сроки они стали нашими потребителями. О мерах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства также выступили представители Госкомитета по предпринимательству и туризму, Управления Федеральной налоговой службы и Минземимущества Республики. По каждому вопросу повестки заседания в качестве обратной связи с предложениями выступили собравшиеся предприниматели. Как показывает практика, подобные встречи имеют эффективный результат, и деловое сообщество к ним проявляет все больше интереса и внимания, подытожил Сергей Новиков. Предпринимателям была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы непосредственно в ходе работы проектного офиса. А также было много откликов на онлайн-трансляцию. Желающие могли увидеть ход заседания в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, а также на канале YouTube и на официальной странице Минэкономразвития. В завершении мероприятия состоялось подписание соглашения между администрацией городского округа города Сибай и обществом с ограниченной ответственностью «Кызылташ», производственной компанией, специализирующейся на выпуске керамических стеновых материалов. Кроме того, некоторым сибайским предпринимателям министр экономического развития Башкортостана вручил благодарственные письма. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Гульгинара Скильдина, телекомпания СТВ. На днях в Сибае прошел первый концерт фестиваля «Джаз на Ирындыке». В Доме молодежи мастера джазовой импровизации подарили незабываемые часы любителям и ценителям музыкальной культуры. На концерте побывала и наша съемочная группа. Скажи, прохожий, что стряслось с тобою, что изменилось так в твоей судьбе. Быть может, светишься ты той любовью, что в жизни так внезапно встретилась тебе. И ты спешишь навстречу счастью смело. Пусть осень плачет проливным дождем, пусть весь промок, ну разве в этом дело? Ведь сердце-то горит огнем. Те, кто захотел насладиться изысканным звучанием оркестра и отдохнуть от повседневной суеты, в этот вечер собрались в зале Дома молодежи. Здесь прошел действительно необычный и разнообразный концерт. Энергия, импровизация, свобода – так отзываются артисты от джазовой музыки. В Сибае подобное впервые. Организаторами дебютного мероприятия стали художественный руководитель Сибайского концертно-театрального объединения Илья Сафин и отдел культуры города. Настоящим подарком для любителей джаза явилось выступление специально приглашенного гостя фестиваля, заслуженной артистки Республики Башкортостан Лилии Шемьяровой. И этот джаз не может нам с тобой наскучить, ведь его ритм горячий неповторим. И не важно, кто вы и кому сколько лет, и не важно, кто чем занят в данный момент. Сидя или в танце можно наслаждаться, погрузившись в океан импровизации. Джаз обычной музыкой назвать не спеши, он для тех, кто достигает самых вершин. Джаз — это, пожалуй, не какой-то жанр, джаз, пожалуй, это состояние души. Я думаю, что этот проект будет достойным для нашего Сибая, для наших горожан. И воспитание молодежи, он займет определенное место.
сегодня на этом фестивале я исполню несколько джазовых композиций. Я давно мечтала петь джаз, и в Сибае я себе не могла это позволить. Уехав уже в Уфу, я поработала с джазовым оркестром под руководством Олега Касимова. Также «Послы Урала» была программа с джаз-бендом Олега Киреева «Орлан». Мы даже выступали в Москве с этой программой. В программе фестиваля джазовая классика, современные мелодии. Сочетание разных стилей и оригинальное переложение известных произведений проникли в сердце каждого зрителя. Присутствующих радовали как профессиональные исполнители, так и воспитанники учреждений культуры города. Самые юные артисты были из среднеспециального музыкального колледжа. Вечер живой музыки не сравним ни с чем, отметили все участники фестиваля и выразили надежду, что полученной энергетики им хватит надолго. Лена Кириллова, Гульхамитова, Аль-Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И новости спорта. В минувшие выходные в городе прошел массовый забег «Кросс-нации-2017». Для любителей здорового образа жизни это стало настоящим праздником. Евдокия Титаренко с подробностями. 16 сентября в Сибае на стадионе «Труд» прошел Всероссийский день бега «Кросс-нации-2017». Это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие как по количеству участников, так и по географическому охвату. «Кросс-нации» Сибае проводится ежегодно, начиная с 2004 года. Солнечная теплая погода поспособствовала праздничному настроению всех участников забега. Действительно, кросс-нации ежегодно массово отмечается как праздник здорового образа жизни, в котором принимают участие люди всех возрастов. Все-таки, скажем, разом становится все больше у нас любителей здорового образа жизни. Данное мероприятие у нас проходит как бы в два этапа. Первый этап это проходил он в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях, и сильнейшие, самые уже как бы в финальной части вот сегодня, значит, принимают участие. Предварительно где-то около более 1000 человек у нас по заявкам, и надеемся, что все пробегут удачно. Традиционно первыми в забеге на 600 метров участвовали ветераны спорта. Активные и полные сил, они порой могут дать фору некоторым представителям молодежи. Представляю от Совета ветеранов спорта города «Кросс-нации». Всегда участвуем мы, «Лыжня России» участвуем. И сами ГТО принимали участие в сдаче нормы ГТО. И всех также приглашаю на ГТО, особенно всем ветеранам спорта, пенсионерам. Нужно не сидеть дома, а заниматься, в парк побольше ходить, на стадион. Сады закончились, наверное, так скоро заканчиваются. И парк больше, зимой на лыжню. Также одними из первых в этот день стартовали супружеские пары. Стоит отметить, что забег семейных пар становится традиционным и любимым моментом этого массового соревнования. Проводится он в нашем городе 5-й год подряд. Наилучший результат показала семья Князевых, для которых такая победа далеко не первая. Секрет, во-первых, наверное, в том, что мы с любовью относимся к спорту, что мы все привержены, каждый в своем, но все прошли через спорт. Бабушки у нас тоже, дедушки занимались когда-то спортом. Вот традиционно мы любим, уважаем спорт. Наверное, в этом секрет. Далее по команде главного судьи соревнований на старт вышли школьники. Их забег стал самым массовым. Ребята соревновались в 3 возрастных группах. Для укрепления здоровья, это еще весело и подготовка в жизни. И в жизни это пригодится. Чтобы укреплять легкие, чтобы всегда быть первой везде, и просто для здоровья. Традиционно победителей и призеров наградили кубками, грамотами и памятными подарками. Отрадно, что кросс-нации с каждым годом становятся все популярнее в нашей стране. Основными причинами этого является и возможность почувствовать себя частью многонациональной спортивной страны, шанс начать профессиональную спортивную карьеру, выделившись своими результатами, и просто хорошая возможность приятно использовать и провести время. Евдокия Титаренко, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск детских новостей на русском языке. На этом все. Удачной вам недели и увидимся.